Здравствуйте! В эфире информационная программа «Амшейпшара». Я и мои коллеги из службы новостей готовы подвести итоги и рассказать о самых значимых событиях дня. Открытый разговор. Руководитель администрации президента Алхас Квициня провел выездные совещания в Гудаутском и Гагарском районах. Несостоявшееся заседание на внеочередной сессии парламента депутаты отклонили повестку дня. Вторая жизнь станции ГУМа. На месте железнодорожной платформы открылось арт-пространство для творческих людей. По поручению президента Аслана Бжания руководитель президентской администрации Алхас Квициня провел выездные совещания в Гудаутском и Гагарском районах. В совещаниях участвовали первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, вице-премьер, экономики Кристина Озган и министр по налогам и сборам Джансух Нанба. Обсуждались вопросы электроэнергии, борьбы с незаконной добычей криптовалют, уплаты налогов, эпидемиологической и криминогенной ситуации. За 6 месяцев текущего года процент оплаты за электроэнергию физлицами Гудаутского района составил 14%. Максимальный процент оплаты в селах Псырсха и Приморская, а в селах Хуап, Джирхуа, Блабурхуа, Ачандара минимальный. Об этом проинформировал участников совещания директор Гудаутского филиала РУП Черноморэнерго Ахра Гагулия. Руководитель администрации президента Алхас Квициня поручил главе администрации исправить ситуацию. Главы сел должны суметь собрать хотя бы половину выплат за электроэнергию и земельный налог. Если кто-то не справляется, нужно назначать новых людей, подчеркнул он. По информации начальника районного отдела СГБ Алхаса Чичба, с января по май в районе было обнаружено 64 объекта по добыче криптовалют, примерно 9233 устройства. Часть из них вывезена на территорию России, часть сосредоточена по частным домам. Алхас Квициня отметил, что майнинговые фермы разрушают энергосистему республики и призвал всех сплотиться и бороться с незаконными действиями по майнингу. Еще одна тема, которая обсуждалась на совещании, это собираемость налогов. Плановые показатели за полгода в районе выполнены на 138%. Задолженность по налоговым платежам составляет 68 миллионов рублей. За первое полугодие по Гудаутскому району зарегистрировано 45 преступлений, раскрыто 38. Что касается эпидситуации, то здесь она крайне сложная. В Гудаутскую ЦРБ ежедневно поступают более 20 человек. По словам главврача СЭС Гудаутского района Инги Чанба, реаниматологи в красной зоне находятся по 12-15 часов. Поступление больных идет в основном из Гагры и Сухума. Затем состоялось рабочее совещание в администрации Гагарского района. Директор Гагарского филиала РУП Черноморэнерго Алхас Чанба проинформировал, что за 2021 год за потребление электроэнергии выплаты в районе составили 22 миллиона 763 тысячи рублей. Это в частном секторе без учета организаций и предприятий, которые осуществляют оплату по безналичному расчету. На летний период суточный лимит потребления электроэнергии составляет 70 мегаватт. Но на сегодняшний день район потребляет от 80 до 88 мегаватт. Советник налоговой инспекции по Гагарскому району Эдгар Беня сообщил, что за первое полугодие текущего года выполнение плановых показателей составило 156%, перевыполнение 77 миллионов рублей. Главврач Гагарской ЦРБ Индира Арсалия доложила об эпидобстановке и отметила, что ситуация сложная. За весь период в районе 2255 заболевших. В Гагарском районе функционирует стационар на 50 коек при ЦРБ. Организован амбулаторный прием врача с 6-дневным графиком. Круглосуточно работает горячая линия и бригада скорой медпомощи. Есть дневной стационар в Пицунской горбольнице. В ближайшее время начнет функционировать ПЦР-лаборатория. Начальник управления по курортам и туризму Ахрабганба проинформировал, что туристический сезон в целом хороший. Заполняемость гостиничных и санаторных комплексов, а также частного сектора около 90%. При этом гостинично-санаторные комплексы укомплектованы спасательным инвентарем. Кроме того, районная администрация за свой счет приобретает плавсредства, которые будут переданы МЧС.
По завершении выездных совещаний первый вице-премьер-министр сельского хозяйства Беслан Жопо подвел итоги состоявшихся в администрациях Гудаутского и Гагарского районов встреч. В основном мы уделяли тому, как происходит ситуация, связанная с ковидом, потому как за последнее время количество заболевших увеличивается, и поэтому во всех районах наблюдается та же тенденция. Конечно, есть проблемы в обеспечении, проблема в благоустройстве наших больниц, центров, койки, где находятся в районах, но тем не менее они во всех районах организованы. Сегодня, как бы тяжело не было, наши медики пока справляются с большим трудом, но, естественно, необходимо будет оказать более действенную помощь в кадрах, в обеспечении лекарственными препаратами. Это вот первое, что мы наблюдали, и то, что мы будем докладывать руководству и штабу, антиковидному штабу, который будет разрабатывать последующие меры. Ну, естественно, конечно, энергетический кризис. Это незаконное подключение аппаратов, майнингов, были большие споры. Но все это надо пройти. В любом случае надо людям объяснять. Но я думаю, что и это наша поездка, люди об этом знают, услышат, что насколько это очень серьезно сегодня в Абхазии, к чему это может привести, к какому кризису. И думаю, что это тоже будет мы по ходу нашей поездки. Естественно, сделаем материалы, подготовим, и материалы это будут лежать на столе у президента Абхазии. И я думаю, что какие-то выводы и необходимые меры будут приняты. Запланированное на 16 июля внеочередное заседание сессии парламента не состоялось. На заседании планировалось рассмотреть 4 вопроса: законопроект о стратегических объектах и 3 обращения к президенту страны. Одно из обращений касалось экстренных и неотложных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Второе планировалось принять в связи с кризисом в энергетической отрасли. В третьем обращении предлагалось исполнительной власти учредить новое Министерство энергетики, транспорта и связи для объединения этих 3 направлений и создания единой стратегии. Почему депутатам не удалось приступить к рассмотрению вопросов, расскажет Эсма Гуланция. С первых минут заседания представленная повестка дня вызвала у депутатов бурные споры. Она предусматривала обсуждение 4 вопросов, в том числе постановление о стратегических объектах Абхазии, обращение Народного собрания к президенту Абхазии, об экстренных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и обращение парламента к президенту в связи с кризисом в энергетической отрасли. Многие депутаты нашли в повестке и политический подтекст, и нарушение регламента. Я буду голосовать против. Здесь ни одного вопроса нет. Это все высосанные из пальца. Если у кого-то есть политические амбиции, заниматься, я извиняюсь, красоваться перед телевизором и готовиться к парламентским выборам, я думаю, что на это время будет много. Во-первых, этот комитет, который это обсуждает, при всем уважении к господину Джинджоле, вообще никакого отношения, за исключением вопроса здравоохранения, не имеет. То есть это даже не профильно, это даже вас не касается. Но я понимаю, что вас подогревают, как говорится, некоторые наши коллеги, потому что надо еще комитет найти, через который это вытащить. Это всего лишь открытая провокация. Вот что с этим связано. И я за такую провокационную сессию голосовать не буду. В свою очередь депутат Натали Смыр поддержала представленную повестку. По ее мнению, право законодательной инициативы позволяет депутатам обсуждать насущные проблемы в рамках любого комитета. Уважаемые друзья и коллеги, прекратите обсуждать тему в социальном комитете, в бюджетном комитете, в комитете по экономике. Это все вопросы нашей страны, наших людей. Какая разница, в каком комитете мы это обсуждаем, лишь бы мы могли обсудить, прийти к консенсусу и сделать что-то полезное. Мне вообще все равно, в каких комитетах это будет обсуждаться. Лишь бы это было на пользу кому-то. Депутат Рауль Лулу высказался против представленной повестки. Одна из причин, существенных по его мнению, изменений, профильные никаких вопросы конкретных должны я не увидел. обсуждаться соответствующими комитетами. Все то, что мы здесь обсуждаем, и то, что здесь есть в повестках, а я их изучил внимательно, это то, что мы можем отдельно, каждый депутат и группа отдельно работать. Для этого сессия и принимать такие постановления, где существенных изменений никаких конкретных я не увидел, смысла не вижу. Поэтому я буду голосовать против этой повестки. Вот это мое мнение. Мало того, когда вопрос стоит о национальной безопасности,
Я уважаю здесь моего коллегу Масика Джинджоля, но я хотел бы, чтобы мы обсуждали это в нашем комитете. В комитете, который называется «По обороне и безопасности». Депутат Валерий Агрба отметил, что на прошлом заседании профильного комитета министр здравоохранения Эдуард Будба сам обратился к депутатам с просьбой оказать содействие по некоторым вопросам в связи с ростом заболеваемости. Сам министр здравоохранения, в чьи полномочия и обязанность как раз в этой ситуации входит разрешение, которое также в авральном режиме с раннего утра до поздней ночи находится, ездит по ковид, по красным зонам, просит, обращаясь к парламенту, говорит о том, что не работает координационный штаб, как в 2020 году. Когда работал координационный штаб, у нас было всего лишь 4 инфицированных человека, ни одной смертности не было. Сегодня ежедневно по 200 человек заражаются, 5 человек умирают, и мы отрицаем, говорим, что это никакая не безопасность национальная. Министр такие вещи не говорил. Что он говорил? Да, и что он сказал? На что нужно обратить внимание, абсолютно правильно. Бурные споры продолжались около часа, после чего парламентарии все же приступили к голосованию. За принятие предложенной повестки дня проголосовали 12 депутатов, 9 против, 2 воздержались, 3 не проголосовали. Таким образом, повестка была отклонена. После окончания сессии часть депутатов решила провести пресс-конференцию. Депутат Алхаз Джинджоли зачитал проект постановления об экстренных и неотложных мерах по предотвращению распространения COVID-19. В проекте президенту и кабинету министров рекомендовано принять в кратчайшие сроки экстренные меры, среди которых: немедленно возобновить работу координационного штаба по защите населения республики. При пересечении государственной границы лицами, прибывающими в республику, в обязательном порядке производить термометрию. В случае выявления признаков болезни для иностранных граждан ввести запрет на въезд в республику. Для граждан Республики Абхазия принудительная изоляция. Один из пунктов: организовать в городах и районах республики места изоляции на карантин для граждан Республики Абхазия. Для иностранных граждан, въезжающих на территорию республики, обязательное наличие ПЦР-теста, проведенного не менее чем за 72 часа до предъявления на пункте пропуска. Запретить на всей территории Абхазии проведение культурных, физкультурных, спортивных, развлекательных, зрелищных, выставочных, свадебных, торжественных и иных мероприятий как в закрытых, так и в открытых площадках. Кроме того, Алхаз Джинджоли заявил, что по неофициальным данным вопрос обеспечения вакциной не решился. Необходимо искать альтернативные пути, а именно обращаться в международные организации. Однако ранее студия абхазского телевидения и в ряде интервью министр здравоохранения Эдуард Будба сообщал, что вопрос с вакциной прорабатывается и переговоры с российской стороной ведутся на всех уровнях. Далее Алхаз Джинджоли зачитал проект постановления по энергетике, в котором президенту рекомендовано принятие ряда мер. Пункт 1. Президенту Республики Абхазия совместно с Кабинетом министра Республики Абхазия уполномоченным центральным органом госуправления в сфере энергетики в 10-дневный срок представить в парламент стратегию развития энергетической отрасли республики и оперативные меры по выходу из энергокризиса. Также группа депутатов намеревалась представить законопроект о стратегических объектах Республики Абхазия. Этот закон устанавливает правовые основы определения и регулирования стратегических объектов. Разговоры вокруг этой дачи, во-первых, они неуместны, во-вторых, они вредны, и в-третьих, я это рассматриваю как такую форму саботажа. Это первая цитата. Вторая. Эти люди, инициировавшие этот вопрос обсуждения дачи Ткачева, имена их известны. Но мне пока неизвестна их точка зрения об ограждении частного домовладения на Гудаутском пляже. Это вторая цитата точная. То есть эти люди, инициировавшие, это мы не скрываемся. Наши имена известны, но они не были озвучены. Я могу озвучить. Моя фамилия Кварча, Астамур Радикович Тарба, Гарри Гурамиш Кокая. Это имена людей, которые инициировали тот комитет. И третье, там был вопрос журналиста по поводу ограждения в Гудаутах. В отношении частников, захвативших территорию, будут ли предприняты какие-то меры? Цитирую опять же ответ президента. Я эти материалы перешлю этим товарищам, инициировавшим вопрос обсуждения ограды дачи Ткачева. Мне интересно их мнение, и посмотрим, что они скажут и что делать.
Ну, один из товарищей, как я говорю, это я, и как бы отвечу, да, по мнению и на вопрос, озвученный президентом непосредственно в наш адрес. И считаю необходимым в такой же публичной форме уже ответить товарищу президенту. Заявление в адрес депутатов парламента, представляющих интересы вообще всего народа, да, как общеизвестно, является ничем иным, как оскорблением и клеветой. По-другому я это назвать не могу. А верность интересам нашей государственности я, по-моему, доказал еще в период Отечественной войны народа Абхазии. Материалы по забору в Гудауте, вот фотографии которых он в интервью, да, показывал общественности, и нам в том числе, они вот уже давно находятся в комитете на контроле, задолго до интервью президента. И, как говорил председатель комитета, запрос соответствующий был отправлен в администрацию Гудаутского района. В завершении пресс-конференции Алхаз Джинджури отметил, что будет выносить проекты на следующее заседание парламента. Эсма Гуланзе, Роберт Ломи, Алексей Бухава, Абхазское телевидение. Депутаты парламента Батал-Табагуа Омар Джинджоли и Алмазхан Барциц после несостоявшегося заседания сессии парламента провели пресс-конференцию на площадке ГТРК. Они обозначили свои позиции по проектам постановлений, которые предлагали для рассмотрения Народного собрания их коллеги. Я один из тех, кто входит в комитет по здравоохранению, социальной политике, делам ветеранов. 13 числа, как нам всем известно, и журналисты наши уважаемые присутствовали на этом комитете. У нас было комитетское заседание с приглашением министра здравоохранения Республики Абхазия Эдуарда Валерьяновича Бутба. Заявленные вопросы на этом комитете был один, единственный. По крайней мере, я, как член этого комитета, информирован был только об одном единственном вопросе. Это вопрос проблем, связанных с ковид. Других вопросов в повестке, по крайней мере, не было. Хотя мне, как члену комитета, должны были предоставить материалы, которые не были сделаны, к большому сожалению. Выясняется, что на самом комитете возникли еще одни, появились вопросы, помимо болезней, связанных с ковид, с эпидобстановкой, связанные с энергетикой, связанные с другими вопросами, на что я, естественно, возмутился и не проголосовал за такую повестку, потому что заявлена была одна, не было возможности ознакомиться с другими материалами. Но так как я оказался в меньшинстве, эта повестка была утверждена. Опять же, еще я раз возвращаюсь к регламенту. Есть такое понятие, как минимум за 5 дней ознакомиться с материалами сессии. Для чего? Для того, чтобы коллегами-депутатами, представителями администрации президента могли инициировать альтернативные предложения или альтернативный закон. Ну, насколько я знаю, эта процедура не была соблюдена. Но это, еще раз говорю, это не самый большой провал в этом моменте. Сегодня стоит вопрос о другом. Сегодня в виде закона хотят принять вещи, которые приняты в других законах. То есть они уже существуют. Их дублировать нет смысла. Дублирование закона – это обращение внимания, что, то есть, люди на улице не знают, к примеру, что этот закон уже принят, что он уже существует. Но вот, скорее всего, в период будущих предвыборных дел обратить на себя внимание. Я не знаю, какие цели преследовали, но основной перечень всего, что сегодня было представлено, он уже принят в других законах. Пресс-конференцию депутатов Народного собрания Батала-Табагуа Омара Джинджоли и Алмазхана Барциц смотрите в нашей сегодняшней программе.
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Будба дал оценку эпидемиологической обстановки в стране. Он отметил, что ситуация сложная, все силы и резервы медицинского сообщества направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией. На этом фоне гражданами игнорируются рекомендации врачей по соблюдению ограничительных мер. Эдуард Будба вновь обратился к населению с призывом прислушаться к специалистам и помочь им в борьбе с болезнью. Да, ситуация непростая. Ситуация непростая и в плане кадровой нагрузки. Мы, как я уже еще многократно говорил, мобилизуем все наши внутренние силы и резервы для того, чтобы наши граждане получали квалифицированную медицинскую помощь. Есть действительно сложности с наполнением дежурных бригад. Не будем скрывать, эти сложности есть, и они решаются в оперативном порядке. Сегодня, вот уже в районе 16 часов, планируем открыть дополнительное отделение еще для поступающих больных в Гудаутский ковидный госпиталь. О текущей ситуации по ковиду в ежедневном формате докладывается руководству страны, президенту страны, премьер-министру страны. Координационный штаб функционирует. При необходимости в оперативном порядке решаются все поставленные задачи. Вот недавно я был в парламенте, где с парламентариями обсуждал вопрос, и действительно я там обращался с просьбой, но я хочу правильно расставить акценты. Когда я говорю, уважаемые депутаты, помогите по мерам, которые я озвучивал, что люди не соблюдают масочный режим, что люди скапливаются и так далее и тому подобное, я имел в виду о том, чтобы наши уважаемые депутаты пообщались со своими избирателями, донесли им это тоже, потому что мы, все медицинское сообщество, как бы в этом формате неоднократно говорим, и говорим постоянно. Несоблюдение всех вот этих вот рекомендаций медицинского сообщества приводит к этому росту заболеваемости, к тому, что мы сегодня по факту имеем. Мы сегодня имеем рост заболеваемости. Я уже неоднократно повторяю и буду повторять, что это благодаря тому, что наши граждане не соблюдают рекомендаций врачей и медицинского сообщества. Наше общество гражданское нарушает все правила, к сожалению. Мы знаем и выявляем те факты, когда люди, зная, что они положительные, находятся в общественных местах, посещают и зоны общественного питания, и выходят на работу, к сожалению. И даже были случаи, когда люди в общественном транспорте, зная, что они ковид-положительные, без масок, ездили в транспорте. Вот этот момент тоже очень важен. Благодаря сознанию нашего общества, благодаря тому, как мы относимся к этому злочастному вирусу, мы должны его остановить. На сегодняшний день действительно мы проходим пиковые нагрузки в плане заполняемости наших лечебных учреждений. Мы на сегодняшний день мобилизуем все наши силы и резервы для того, чтобы оказать квалифицированную помощь нашим гражданам, нуждающимся в лечении. При необходимости в Сухумах будут развернуты дополнительные мощности. Мы это уже обсуждали, но на данный момент такие мощности открывать не требуется. Но мы готовимся к тому, что если будет большой наплыв пациентов, мы будем размещать их на дополнительных мощностях, которые мы будем разворачивать на базе города Сухум. Со стороны, наверное, кажется, что так легко дополнительные мощности открыть, наполнить это персоналом и так далее. Я вам хочу сказать, что действительно задача не из простых, потому что наши медицинские коллеги на протяжении 1,5 лет уже борются с этим вирусом, задействованы в ковидных центрах. Бригады сформированы, но людям тоже надо отдыхать. Поверьте, мы такие же люди, как и все остальные. Просто мы люди в белых халатах. А сейчас заходим и в красную зону и помогаем тем, которые нуждаются в нашей помощи. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем. Слушайте все медицинское сообщество. Пожалуйста, соблюдайте те меры, о которых мы говорим. Иначе, сколько бы мы лечебных учреждений не открыли, сколько бы мы мощностей не открыли, все равно это не решит ситуацию. Всем надо прислушиваться к рекомендациям докторов для того, чтобы приостановить распространение болезней. Это очень важно.
начала пандемии коронавирусной инфекции на борьбу с этой болезнью было израсходовано 586 миллионов рублей как бюджетных средств, так и финансовой помощи различных благотворительных фондов. Об этом в интервью нашей программе рассказал вице-премьер-министр финансов Владимир Делба. Министр финансов также отметил, что вопросы обеспечения объектов здравоохранения и выплаты заработной платы медикам решаются в приоритетном порядке. Как правительство справляется с выплатой зарплат и ковид-доплат? Хотелось бы сказать, что в 2021 году выплата у нас происходит за период январь-май текущего года. Ну, я откровенно хочу сказать, что слышим мы такие вот известия о том, что за июнь не получили, за июль не получили. Да, на самом деле. Дело в том, что фонд, будем говорить, доплат собирается по всей стране. И в формировании этих доплат участвуют 32 медицинских учреждения, среди которых все центральные республиканские больницы. У нас поликлиники, санитарно-эпидемиологические службы, онкодиспансер, судмедэкспертиза, ну и многие другие организации. Конечно же, со всех этих учреждений одномоментно невозможно собрать информацию о начисленных доплатах. Поэтому в этом смысле Министерство здравоохранения тоже очень активно работает. Мы им тоже помогаем. И я так полагаю, что в обозримом будущем, ну, совсем скоро закончится начисление. Это происходит не только сегодня, это было и в предыдущие месяцы. Тот, кто сталкивается с подобной практикой, он прекрасно понимает, что собрать информацию из 32 учреждений по каждому медицинскому работнику с учетом приказов, с учетом графика дежурств, конечно, за один день это невозможно сделать. Естественно, мы ждем. Я могу сказать с полной уверенностью, что как таковой пока задолженности по этим выплатам у государства нет. Задолженностью признается, когда есть обязательства, но нет выплаты. Как мы только увидим обязательства, сразу начинаются выплаты. Ежемесячно принимается решение президента о направлении средств в Гудаутский ковидный центр. Это абсолютно не связано с доплатами. Ежемесячно принимается решение на объем от 5 до 6 миллионов рублей. Эти средства направляются на материально-техническое оснащение, на текущие расходы, на приобретение кислорода, на оплату продуктов питания. Вот в таком ключе работаем. На сегодняшний день, начиная с января месяца, на эти цели путем решения президента были направлены 29 миллионов рублей. Если в прошлом году, повторюсь, бюджетные средства были направлены в объеме 260 миллионов рублей, то в текущем году мы уже направили более 186 миллионов рублей. Смотрите интервью с Владимиром Делба в рубрике «Амши Шараяцу» после выпуска новостей. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям обсудили проблему безопасности граждан республики и гостей Абхазии на водных объектах в период летнего туристического сезона. Совещание с участием представителей Министерства по туризму и администрации районов проводилось по поручению президента Аслана Бжани. По словам первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Тиграна Дилибалтяна, статистика чрезвычайных ситуаций на воде крайне тревожная, с тенденцией к ухудшению. В текущем туристическом сезоне на воде уже погибли 10 человек. Основная причина трагедии – пренебрежение правилами безопасности, в том числе и купание в нетрезвом виде. По части соответствия пляжей республики установленным нормативам было отмечено, что из 17 пляжей по республике только 5 соответствуют нормам. Речь, в частности, идет о наличии на пляже оборудованного спасательного поста, подготовленного персонала, смотровой вышки и спасательной лодки. Купальные и технические зоны должны быть огорожены специальными буями. Подготовка пляжей в соответствии с нормативами входит в компетенцию районных администраций. В этой связи в районных бюджетах необходимо закладывать финансирование на соответствующее оборудование городских пляжей. Касаясь темы нехватки спасателей в районах, начальник ГИМС МЧС Абхазии Тенгиз Сабуа отметил, что инспекция может оказать помощь в аттестации делегированных из районов спасателей. Подводя итоги разговора, участники встречи особо подчеркнули, что республика нуждается в разработке
разработке и внедрении целевой программы обеспечения безопасности на водных объектах, а также более четкого правового регулирования взаимоотношений между районными органами власти и представителями турбизнеса. Вторая жизнь станции ГУМа. На месте железнодорожной платформы открылось арт-пространство для творческих людей ГУМа Art Station. Как обещают авторы проекта, арт-площадка будет работать круглый год. В павильоне смогут выставляться молодые художники, будут проводиться различные мастер-классы, культурные и поэтические вечера. А летом на станции можно будет посмотреть кино. Репортаж Симы Аргун. В самом центре нашей столицы, в конце проспекта Леона, расположен небольшой павильон, выполненный в стиле сталинского ампира. Это красивое и необычное строение – не что иное, как железнодорожная платформа ГУМа. Сегодня здесь многолюдно, но поезда никто не ждет. На месте советской железнодорожной станции павильона открылась ГУМа Art Station – арт-пространство для творческих людей, которые хотят рассказать о себе. По словам куратора проекта, главной задачей было сохранить уникальность здания и показать былую роскошь. Мы хотим сделать современный арт-кластер. Здесь люди смогут проявлять свои знания, делать выставки, различные мероприятия. Основная наша задача, конечно, дать людям возможность легко и в красивом месте сделать свою презентацию книги, сделать выставку, провести мастер-класс. То есть эта площадка свободна для таких именно мероприятий. Здесь планируется проведение, возможно, каких-то, я не знаю, приемов, торжеств. Станция ГУМа была открыта в составе Черноморской железной дороги под руководством архитекторов Почепцевой и Викиловой. Первоначально носила название Бараташвили или станция «Ботанический сад». И сегодня платформа является архитектурным украшением Сухума. Широкие лестницы, колонны, арочные своды. По бокам раньше находились служебные помещения и буфет. В годы Отечественной войны она была частично разрушена. Следы военных действий оставались на ее стенах до недавнего времени. Поезда с тех пор здесь не останавливаются. В 2019 году Абхазская железная дорога предоставила станцию в аренду частным лицам. План проекта был согласован с Министерством культуры и другими ведомствами. В проекте у нас помимо фудкорта, в котором мы учли какие-то элементы декоративные, которые были присущи этому стилю, сталинский ампир, мы решили их немножко перенести и в новые постройки, хотя они являются временными и сборно-разборными. Тем не менее, нам хотелось вот это величие, которое есть, вот эти высокие пролеты, арки, двери. Хотелось это же отразить и на фудкорте. В советские времена на ГУМе останавливались пригородные поезда, идущие по направлениям Сухума-Чамчира, Сухум-Тхуарчал, Сухум-Зугдиди. Зураб Соломка в студенческие годы с друзьями каждые выходные отправлялся отсюда домой, в Ачамчиру. Это были самые лучшие времена, делится нахлынувшими воспоминаниями он. У студента деньги быстро кончались. Нам на неделю давали 10 рублей. Вот. Ну а что больше? Это была платформа Бараташвили. Электричка останавливалась, поезд, который нас возил туда и обратно. Сюда, когда ехали, у нас у всех деньги были, билеты были, а туда ехали, ни денег не было, ни билетов не было. Зайцем катались домой. Вот студенческая жизнь. Сегодня станция обрела вторую жизнь, хоть и в новом статусе. Здесь планируется проводить мероприятия культурного значения. Будут работать открытый кинотеатр и фудкорт. Красивейший вид на город привлечет не только туристов, но и станет излюбленным местом местных жителей, уверены авторы проекта. Сима Аргун, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 17 и 18 июля в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Высокий уровень ультрафиолетового излучения. Температура воздуха ночью 20-25, днем 28-33 градуса. Температура морской воды 26 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Моя голова.